Сәлем достар, бүгінде ЛГБТ тақырыбы Қазақстанда өте өзекті, және бұл талқылауды түсіндіруді қажет ететін тақырып. Бұл жайында әзілкеш Зарина Байболовамен әңгімелесіп қайттық. Привет, Зарина. Привет. Спасибо, что согласилась на интервью. В общем, давай начнем с твоего выступления на ТНТ. Расскажи, как стендап пришел в твою жизнь? Ну, это, как обычно, типичная история. Сначала это было в школе мы делали, в театре какие-то капустники, пародии на учителей. В принципе, заходила, кстати. Потом в универе это был КВН. Где-то года полтора я играла в КВН. Мне немножко не нравилось, что там есть постоянно какие-то образы. То есть в КВН ты отыгрываешь какую-то роль. И, в общем, я чувствовала, что как-то не совсем я там реализуюсь в КВН. Но тогда альтернативы к КВНу, как реализации там, для комика не было. Не было стендапа в Казахстане такого. Еще, даже Нурлана Сабурова, по-моему, еще не было на ТНТ. Или он только-только появился. Там, в общем, это было все в таком начальной стадии. Вот. И у нас в Павлодаре ребята начали делать в Центральном парке, в Гарсаде, в Павлодаре, знаете, в Гарсаде, стендап, то есть это была какая-то колонка была, очень старая, перемотанный микрофон, короче, что-то в этом роде было. Мы там с сестрой первый раз выступили, в принципе, хорошо выступили. И вот так вот началось, в принципе, мы начали по городу, как-то по заведениям пытаться выступать. Даже в первый день у нас, по-моему, Барналей был такой бар у нас, нас позвали там выступить. Мы там выступили. Естественно, это было плохо, потому что это было первое выступление в принципе. Вот. И нас так типа вежливо сказали: ну, ребят, давайте мы вам позвоним, на связи будем, короче, вот так было. Больше вы не выступали на Барнале? Нет, в Барнале мы больше не выступали, но еще и там 21 плюс было, она была типа 18 или 19, ну, то есть мы это ссылались, типа, только из-за возраста. Так мы супер смешные. Короче, мы начали по заведению выступать, очень сильная текучка была заведений, потому что мы набирались опыта, не все получалось, и как бы тут такое было. Где-то до 16-го года, с начала 16-го до конца 16-го мы выступали по заведениям, где-то ездили в Экибастуз. В принципе, это все были, 90% это все были провальные выступления, потому что, ну, опять же, мы набирались опыта, чему-то там учились и так далее. Вот. Плюс ко всему, когда мы даже начали в Астану ездить, уже выступать, и в Павлодаре, все равно организация стендапа была не на таком уровне, как сейчас. Мне кажется, сейчас вот комики, которые приходят, начинают, у нас на открытых микрофонах выступают, им очень сильно везет, потому что они приходят, просто пишут материал, и все. То есть все готово остальное у них. Зал, ведущий, заведение хорошее. Когда мы начинали, то там даже аппаратуру мы сами находили там и так далее. У меня были случаи, когда я приезжала в заведение, и нам сказали, что микрофон украли. И мы такие, это был наш микрофон еще плюс ко всему. И мы там за 5 минут до начала искали микрофон. В общем, это было такое, наверное, 16 по 18 год, то есть 2 года, это были какие-то очень такие закаливающие ситуации, когда там нет аппаратуры, 2 человека приходят. То есть, наверное, до 19 года я вообще ничего не зарабатывала оттуда. Но мы это делали просто потому, что мы это любили. И мы были фанатами стендапа в плане... Ну, я точно, потому что мне это очень сильно нравилось. Вот. И мы там за пиццу, за кальян выступали, это было такое. Ну, все начинается с этого, с пиццы, с кальяна, ну, зато потом выступление на ТНТ. Вот на ТНТ это ты выступала на открытом микрофоне? Да, открытый микрофон называется. Я там вообще не планировала, честно. Я даже не думала, что как-то я не... Ну, в общем, с ребятами резко решили туда поехать, просто как бы, не знаю, скататься в Москву, посмотреть там на каких-то там амбиций, там, завоевать Москву, это у меня не было. У меня был просто не очень, ну, такой болезненный период в жизни, когда у меня там в личной жизни какой-то сумбур начался, и с родителями, с семьей, и еще я заканчивала универ, то есть это все было какой-то такой период, когда все менялось, я собиралась в Астану переезжать уже, вернее, я уже переехала, и это был первый год в Астане, такой самый, кажется, сложный год, но для меня самый интересный, я вспоминаю с любовью. То есть это все было в таком сумбурном состоянии, и в этом состоянии у меня писался материал именно
я решила тогда, что я буду рассказывать именно камин-аут делать на ТНТ. До ТНТ я уже начала это делать в Астане, то есть у меня были какие-то выступления, даже записала сольник, но я потом его, вот недавно я его посмотрела, удалила его вообще с компьютера, потому что, боже мой, хорошо, что я его нигде не запостила вообще. На самом деле не так плохо было, но не так, что прям где-то постить его, вот это было такое. В общем, я поехала на ТНТ, там был, ну, я не назову, они называют это фестиваль, я бы не стала называть это фестивалем, это скорее кастинг, когда продюсеры отсматривают комиков, это не фестиваль. Там у каждого было по 3 минуты у комика. Но так как приехало много комиков, там было 800 или 900, а было всего 3 дня, чтобы их отсмотреть. То есть к концу 2-го дня, 3-го дня там просто по минуте давали, ты просто выходишь, тараторишь что-то быстро, чтобы успеть хоть что-то рассказать. Вот. Я вышла, начала что-то рассказывать, меня не заглушили музыкой, еще, и, в принципе, 3 минуты мне дали, я рассказала какие-то блоки свои. Вот. И, в принципе, я как-то такая, ну, рассказала. Я просто ходила там, тусовалась, знакомилась с другими комиками, потому что это очень клевый опыт. Со всего СНГ приезжают комики, и ты, ну, очень клево. В общем, я разговаривала. Мы вообще планировали уже улететь в Казахстан, потому что думаю, ну, камон, типа... Я не прошла. Ну, не то, чтобы я не прошла, мы просто как-то приехали туда повеселиться. То есть это не было такого, что мы едем завоевывать. Была я, моя сестра, Гала, Алексей Луговской, то есть я не одна, мы 4, по-моему, полетели. Вот. Потом на 3-й день объявляли результаты, и там мою фамилию назвали неправильно, и поэтому я сначала даже не поняла, что это я. Вот. А потом, я уже не помню, кто мне из ребят говорит, иди, там надо было в другую комнату уходить, те, кто прошел. Мне так, что ты сидишь, типа, иди, ты же прошла. Я такая, а я? Что? В общем, такое было. А потом я только когда поняла, я только начала писать всем друзьям, что вот, я капец прошла, оказывается. В общем, вот так, как-то так было. Ну, классные каникулы получились в Москве. Это да. Это был март, вот, и, то есть, начало лета, в общем, это был классный период, то есть, я такая, вау, круто. Ну вот многие говорят о стендапе, будем говорить не в общем о стендапе, а отдельно о женском стендапе. Чем он отличается, есть ли какие-нибудь запретные темы? Ну, частый вопрос про женский стендап. Я вообще не люблю вот делить стендап на женский или мужской, но отличия все-таки есть, потому что у нас разные мозги, у мужчин и у женщин. Лично мое наблюдение и мнение, что женский стендап, он более такой детальный, что ли, то есть там есть какие-то детали, от которых вот женщины могут только заметить, подметить, то есть они более глубокая комедия наблюдений, возможно. И более, мне кажется, что более такой ядовитый чуть юмор, потому что там больше токсичности, чем в мужском юморе. А так, в принципе, какого-то различия такого, что прям масштабного я не вижу. А запретные темы какие-нибудь есть? Ну, тут, конечно, у каждого индивидуально этот вопрос, потому что есть комики, которые, допустим, у них есть какие-то запреты. У меня, в принципе, нет. Единственное, я не люблю шутки прям что-то ниже пояса, чтобы там была какая-то гигиена и так далее. Я такая, я когда слышу, это может быть, конечно, смешно, но, наверное, чуть не мое. А есть запреты на политические темы? Допустим, была шутка такая, что тебе сказали, нет, Зарин, вот это точно нет, не надо. Были такие моменты, когда мы, по-моему, не помню, в каком году, в 17-16 пытались что-то на телевидении делать, на Карагандинском, по-моему. Вот. А там были какие-то такие моменты. Вот. Но, в принципе, у меня про политику не так много шуток. Но не потому, что я там боюсь и так далее. Я в инсте очень много пощу, там, и пародии и так далее, на политические темы какие-то. А в стендапе я не... Потому что просто я в жизни не особо политикой интересуюсь. И, возможно, мне это не так интересно, поэтому я про это не пишу. Но если у меня что-то будет, какие-то мысли, которые я хочу выразить в стендапе, то обязательно я про это напишу. То есть у меня нет запрета на политические темы и так далее. Здесь запрет скорее на наших площадках казахстанских, да и на российских тоже. Есть моменты, где их вырежут, скорее всего. И в России, и в Казахстане. Да. Ну, это везде, мне кажется, так. Да. Если слишком запретно, то вырежут. А сколько зарабатывают стендаперы? Ну, допустим, накопила ты на квартиру в Астане?
Нет, конечно, нет, это не такие деньги, чтоб... Ну, наверное, с 19-го года я начала зарабатывать что-то, но это были не такие деньги, чтобы на них жить прям. То есть это такой как бы приятный бонус, но не больше, там, не знаю, купить себе, я не знаю, кроссовки купить, я не знаю, ну что-то в этом роде. Вот, наверное, вот в этом году уже мы начали более-менее зарабатывать, то есть я сейчас не работаю нигде, кроме стендапа. Но опять же тут, во-первых, от коронавируса много что зависит, потому что, опять же, эти меры, они все равно влияют на нас и так далее. Ну и тут зависит от того, насколько много ты работаешь, то есть сколько ты выступаешь там и так далее. Ну, вы хотите, чтобы я точную цифру вам назвала, да? Ну, примерно жить хватает в Астане? Ну, мне нет, если честно, потому что, в принципе, меня родители просто как-то привили определенный уровень жизни. Вот. И, наверное, до этого уровня жизни мне еще чуть не хватает, но мы к этому идем. В принципе, не так много осталось до этого уровня. Точную цифру называть не хочу, если честно, но, ну, так скажем, это больше, чем средняя зарплата в Астане. Это сколько? 150? В Астане зарплата средняя 120, 150? Не знаю, Примерно. может, даже средняя 200. Если считать, что депутаты получают, там, не знаю, чиновники по 700 и простые рабочие по 100, Да. то среднее это выходит 300, наверное. Ну, наверное, чуть меньше, чем 300. Мне кажется, 300 это уже что-то типа поболее. Ну, Ну, опять-таки зависит от количества выступлений. да, от количества Заказов. выступлений. Еще и, допустим, если это там декабрь и так далее, то это будет больше денег, потому что там корпоративы, Да. праздники и так далее. То есть от месяца зависит, вот так скажем. Ну, средняя зарплата по Астане, вот так, наверное, 200, сколько вы называли? Примерно, вот так. Хорошо. А как часто заказывают стендап на той, на корпоративы? Ну, О, на это корпоративы, отдельная ладно, Это мое как бы любимое просто. стендап любят смотреть на корпоративах, а на той вообще заказывают? На корпоративах. Так, Қазақтың тойлары болады ғой? да. Ну, вообще, я, наверное, где-то на 10 и больше выступала в твоих корпоративах. Из всего этого только один раз хорошо было. На 8 марта у меня какая-то компания, там были такие современные ребята, те, они понимали, что они заказали и так далее. Все остальное это было... Ну, корпоратив и той, это вот когда ты хорошо выступаешь, и думаешь, что ты классный комик, а потом, типа, когда ты заказываешь, ты такой сразу опускаешься с неба до земли, потому что... Тут дело даже не в комике, а в атмосфере, потому что если это корпоратив, то обычно стендап заказывают там на 10-11 часов, когда все уже, во-первых, не трезвые, во-вторых, половина взрослых людей, там агашки, опашки, которые не понимают, что происходит, на то их это особенно, то есть опашки, сидит бабушки, там они вообще не в теме, что ты хочешь от них. Мне кажется, что стендап для корпоративов и для тоев это не формат. подходящий ивент, да, и формат. Но кто-то, наверное, со мной не согласится, и кто-то, наверное, выступает на корпоративах и тоях там хорошо. Я не знаю, может быть, мне не хватает какого-то уровня, чтобы хорошо это делать на тоях корпоративов. Но это денежно, поэтому тут в целом ты отключаешь какие-то эмоциональные привязки к этому выступлению, такой, просто выдаешь материал, вот, и так далее. Поэтому вот так, просто да, на тоях. Вот я подписалась, кстати, к тебе в Инстаграм, смотрю твою страницу, и ты даешь ощущение такого очень открытого человека. Ну, там очень много юмора, пародий, очень смешные истории, сторис я смотрю. И у вас, получается, много друзей. На самом деле нет. Ну, я понимаю, что я создаю впечатление открытого человека, и, наверное, в каких-то сферах я действительно открытый человек. Но есть какие-то сферы, которых я не показываю, не особо афиширую. Там. Для меня Инстаграм-страничка — это что-то веселое, я туда пощу что-то в основном. Редко, когда от меня можно услышать какие-то серьезные вещи там, и так далее. Ну, я не такой человек, знаете, такие люди, которым, допустим, плохо на душе, они там что-то выкладывают в инсту, там, в серую фотку с подписью и так далее. У меня вот такого нет. Если мне плохо, то я, наверное, скорее уйду в себя, и вот в социальном пространстве мне, скорее всего, не будет. Друзей у меня, на самом деле, все мои друзья практически это стендап-комики, с которыми мы делаем, в принципе, одну движуху. Ну и в Павлодаре у меня есть друзья. В принципе, их не так много, как
как кажется. Ну, но они классные. И они, наверное, заполняют весь мой Инстаграм, и кажется, что... Да, в Инстаграме постоянно друзья, поэтому у меня создалось такое ощущение. Ага. А вообще вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Да, У вас есть друзья? у меня Ну, есть такие друзья. хорошие. Основная часть моих друзей, они мужского пола. Мгм. Может быть, это как-то связано с ориентацией и так далее, но у меня и до камин-аута были друзья. А вот мы сказали про каминг-аут. Мгм. Кто был тем самым первым человеком, кому ты сказала о себе? Это была моя подруга школьная. Она сейчас учится на клинического психолога, она, кстати, сейчас практикует уже это. Мгм. До сих пор общаемся. Это был первый человек, которому я начала вообще что-то говорить. Кажется, я вот так вот чувствую, например. А потом был мой друг, он в Москве, тоже клинический психолог. Мне в этом плане повезло, что они были Да. очень адекватные. Вот. И моя сестра-близнец Мадина, Мгм. это был третий человек. В принципе, первый год, наверное, это вот были 3 человека, которые, в принципе, знали. А потом мои друзья-стендаперы. Это было так, что я не было такого, что я собралась в круг и сказала об этом. Это было, что мы репетировали какой-то, прогоняли материал друг перед другом, то есть писались. Вот, и я написала эти шутки и начала их прогонять перед ними, они такие, блин, понятно. И некоторые даже из них не верили, вот Джамбул Кульдеев, которого часто видите в сторис у меня, он вообще первый год не верил, думал, сейчас пройдет это, типа, вот так вот. Просто шутки? Ну, он думал, что Такой это, теме. мне так кажется. Ну Видите, да. мы самые маленькие с Мадиной, в принципе, в нашей команде, в плане, самый младший. То есть у него было такое отношение к нам, как к сестренкам, на частных тоже он такой. И он такой, типа, побалуется, пройдет. Мгм. Вот, а потом он понял, что нет. В принципе, они вот так узнали. Реакция была достаточно адекватная. Единственное, что мы, получается, прогнали этот материал, мой новый про камин-аут, и я выхожу на сцену, это было в 17-м, по-моему, 16-м, в 17-м, наверное, году. Выхожу на сцену, говорю какие-то шутки, а потом вот подхожу к этой теме, и у меня просто ком в горле, я не могу это сказать. И вот я перенесла это до 19-го года, то есть я оставила эту тему. Была, что я не готова еще про это говорить, потому что это в первый раз со сцены сказать это очень сложно, потому что ты понимаешь, что ты вот что-то, ты очень сильно открываешься перед людьми, и ты чувствуешь себя, во-первых, уязвимым, когда ты в первый раз об этом говоришь. Ну и еще плюс ко всему в этом много, когда ты первый раз об этом говоришь, в этом много боли, и иногда бывает такое понятие в стендапе, когда больше больно, чем смешно. То есть это когда ты подаешь какой-то материал, который ты еще не переварил внутри себя, и тебе еще про это пока грустно, как-то больно говорить, и зритель это чувствует. Поэтому, если так чувствуешь, лучше пока отложить и переварить внутри себя эту тему. А после первого каминг-аута это, получается, выступление было перед публикой? Да, это А как публика восприняла? первое выступление, я даже помню заведение, в котором это было. Первое выступление было очень негативным. Ну, то есть мне никто ничего не говорил, но я понимала по лицам людей, по их реакции, что не стоит про это говорить. Это вот как раз было, по-моему, конец 18-го года это было. Эта тема еще не так, кстати, сильно поднималась в социуме. Вот. И зал был просто очень сильно угрюмый. Была такая наступила. Я до этого еще говорила какие-то шутки, они заходили. Потом начинаю эту тему, и я что говорю, а они в ответ просто такая гробовая тишина, которая тебя просто поглощает. Такой... В общем, я рассказала все эти шутки, но реакция была негативная. Такая. Ну, то есть это было, во-первых, неожиданно, и они это не приняли. Да, но еще и, наверное, во мне дело было, что я, во-первых, очень сильно волновалась, и, во-вторых, подбор материалов, может, был для них слишком резкий. Сейчас, допустим, перед тем, как я рассказываю, сначала я рассказываю просто материал, потом я всех глажу, типа, все, ребят, все спокойно, все, я их сначала успокаиваю, подготавливаю, да. И потом, когда я начинаю говорить им шутки, они такие, ну все, мы были к этому готовы, так скажем. А тогда это было просто, типа, я лесбуха, вот так, и все такие, что? И сразу какие-то шутки жесткие были, такие, ну, даже чуть грязные и жесткие, люди просто такие, что происходит? Вот. И зал еще такой взрослый был, там, 40+, короче. Ой, 40+, это наши агашки, по-любому Да, эту тему они не воспринимают. Для них это было просто шок.
И второе выступление у меня было, я начала говорить эту тему, там мужчина встал и начал лить мне под ноги воду, я помню. И у нас сцена была высоко, и снизу было темно, и то есть его видела только я. Зрители не видели, что стоит чувак и льет мне воду под ноги. Я просто рассказала шутки, я чувствую, что у меня мокрые ноги, типа, я такая, ну, я понимаю, что я не могу, если я сейчас прервусь, то они все обратят на него внимание, и то есть это будет какой-то сумбур, мне нужно закончить выступление. Вот. Но, слава богу, там был охранник, который увидел это и увел. У меня уже были мокрые ноги к этому моменту. И, в общем, это вот второе выступление было. Вот. Я сейчас думаю, почему у меня не было мысли, что не стоит об этом говорить. Типа, раз уже 2 выступления так проходят негативно. Ну, не было каких сомнений, думаю, надо про это говорить, точно. Тем более, если такая реакция, нужно их пробить как-то. А реакция родителей, когда они узнали? Ну, папа до сих пор не знает. Я сама в шоке, как он не знает до сих пор. А если на просторах интернета где-нибудь увидеть? Это же ваше не первое интервью, да? Да. Это сложный вопрос. Ну, я думаю, что я приближаюсь к тому моменту, когда я должна им об этом сказать. Но это сложно, потому что папа у меня такой агашка, он еще такой консерватор, бизнесмен и так далее. То есть для него даже если я ходила в музыкалку, это было типа чем-то несерьезным таким, то есть любое творчество, в принципе, он не воспринимает, а тут такое. Ну, я бы, конечно, не хотела, чтобы он это где-то увидел, я бы хотела ему сама сказать об этом. Ну, посмотрим, как получится. Мама знает, но она не так, что прям... В принципе, она это приняла со временем. Конечно, не сразу, это 2 года потребовалось. Мне кажется, женщины, в принципе, как-то более принимающие, что ли, в принципе, по природе. Я не знаю, что у нее внутри. Скорее всего, конечно, она переживает. Я знаю, что она переживает и так далее. Но я думаю, что вот в последнее время она стала более-менее к этому относиться. Нет такого, что мы с ней обсуждаем там каких-то женщин или еще что-то. Но я вижу, что она как-то более стала мягко к этому относиться. Вот. Потихонечку я... Это очень-очень постепенный такой момент. Я, конечно, не в восторге. Ну, что поделать. Я поняла, что это как бы моя жизнь. И в этот момент единственное, что она, скорее всего, не очень в курсе, что у меня там стендап про это есть. В плане его очень много сейчас. К этому она, скорее всего, негативно отнесется. Вот. Но тут, в принципе, у всего цена, наверное, своя есть. И я понимаю, что своим выступлением я кому-то помогаю. То есть я понимаю, что если бы в мое время, когда я начинала это осознавать в себе, если бы был такой человек, который мог на эту тему шутить, я могла смотреть его выступления, то, наверное, мне было бы легче как-то пережить этот период принятия, потому что он всегда сложный. Во-первых, это в первую очередь это чувство страха, потому что ты такой, а как дальше вообще? Это же в обществе не принимается, как семья, родственники и так далее. Вот. Мне бы, наверное, было легче, если бы был такой человек, который бы это где-то публично говорил об этом. Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, для моих родителей это будет сначала негатив, потом, наверное, какое-то принятие. Ну, чтобы они как-то в позитивном ключе об этом это принимали, конечно, я думаю, что, наверное, никогда такого не будет. Вот. Но посмотрим, что дальше будет, посмотрим. А как вообще живется представителям ЛГБТ у нас в Казахстане? Потому что наше общество не готово принимать. Ну, мне, наверное, в этом плане более-менее повезло, потому что, во-первых, у меня всегда были адекватные друзья. Это больше от круга общения, наверное, да? Да, и все, кому я рассказывала, ну, по крайней мере, мои друзья, никто от меня, не было такого, чтобы меня кто-то отвернулся, перестал со мной общаться. Вообще, когда я своим друзьям сказала первый раз, они такие, ну, мы и так, в принципе, это понимали, и вообще абсолютно никакого отношения у нас не поменялось. В этом плане мне повезло, потому что так не всем везет. Очень много представителей ЛГБТ, которые встречаются с жесткой гомофобией со стороны близких и друзей, и семьи, и так далее. И там могут быть очень плачевные как бы ситуации. В этом плане мне повезло. В принципе, все достаточно мягко проходило, и камин-аут, и так далее. Единственное, наверное, ну, после эфиров на ТНТ, конечно, где-то первые месяца 2, это был такой хейт, который даже не ожидала, что будет такой масштаб этого хейта. Ну, как был как и хейт, так и поддержка, в принципе. Поддержки было больше, чем хейта. Но хейта было в плане такого, что там люди мне в директ писали в комментариях, там отмечали. У меня был чувак, который собирал петицию
что я нарушаю законы Российской Федерации, то есть там, причем такое было, я сначала была такой в шоке чуть-чуть. У нас общество, да, ну до сих пор после выступления мне пишут в директ такие люди, как бы, я шутила то, что мамочки двух ангелочков, мой топ хейта мамочки двух ангелочков, потом такие типа верующие, и третье это, наверное, эти такие, знаете, мужчины, которые на рыбалку ездят, вот такие, которые на аватарке так с рыбой стоят, вот такие люди, вот. Ну, получается, в моральном плане была гомофобия, а физическая гомофобия была в жизни? Физическая, нет, слава богу. Ну, только то, что чувак лил воду мне под ноги. В принципе, очень редко, когда мне люди что-то говорят в лицо, потому что, во-первых, я всегда с друзьями своими, я знаю, что точно, если что-то будет какая-то ситуация, то они будут за меня защищаться, я вообще за это не переживаю. Ну, я еще выгляжу так, что, скорее всего, видно, что я могу и ответить, и так далее, и тому подобное. Даже было такое, что, допустим, я выступаю, и есть гости на стендапе, которые против этого, которым это не нравится, но в глаза мне ничего не говорят. А потом они начинают в комментариях писать мне в директ и так далее. Слава богу, с физической гомофобией не встречалась. Но мне кажется, что моральная, она чуть хуже, потому что физическая ты можешь как-то защититься, а в социальном, то есть человек может просто написать с фейкой, что в основном так и происходит. И ты такой, ну окей. В принципе, как-то я уже более-менее к этому привыкла, просто заблокировать. Даже если что-то позже в инсту что-то смешное, они там мне пишут. В принципе. Но в первое время было морально сложно, да. Потому что я вообще перестала открывать запросы в инсте, потому что 80% там это какой-то хейт, какой-то негатив. Негатив. Да. Хорошо. А как мы должны изменить это отношение к представителям ЛГБТ и сколько времени нужно? Когда это произойдет? Так, сколько времени, считаешь? Сколько времени, наверное, для нашего общества очень много. Да. Я не знаю, наверное, лет 50, если не больше. Ну, в принципе, есть какой-то прогресс уже сейчас. Больше каких-то осознанных людей, осведомленных, которые читают какие-то статьи, понимают, что если ребенок увидит двух держащихся мужчин на улице, он не станет геем и так далее. Но, допустим, даже когда вот вывесили флаг 17 марта, день... 17 мая, да? Да, вывесили флаг, да и в прошлом году вывесили флаг, посольство США вешали флаг. Зайдите в комментариях, и там просто все сразу понятно становится, что очень далеко. Потому что иногда у меня достаточно адекватное окружение, и мне кажется, что нет, в принципе, гомофобии в нашей стране. Мне иногда так кажется. Но потом я захожу в эти комментарии, я понимаю, что очень долго еще это не будет восприниматься и так далее. Но это исторически так сложилось. У нас и религия, и, в принципе, какой-то патриархат, возможно, на это влияет. Что для этого нужно сделать? Это тоже такая хорошая тема. Ну, во-первых, я думаю, что смена поколений, потому что наши родители, их родители к этому очень плохо относились и так далее. Да. И вот сейчас поколение, допустим, мое, чуть старше люди, они, возможно, что детям уже будут прививать, что это не что-то страшное и так далее. Ну и, наверное, у меня здесь тоже в основном всегда есть вопрос к представителям ЛГБТ некоторым. Потому что когда, допустим, я вижу, как некоторые представители ЛГБТ себя ведут, я понимаю, что они своим поведением вообще никак не располагают общество, наоборот. Потому что даже вот эти парады, например, некоторые мне вообще не нравятся, которые, допустим, в Европе проходят и так далее. Я помню, мне скидывали какое-то видео, типа вот парад, и там, в общем, какой-то голый мужик бежит, все что-то сосутся, лижутся, думаю, боже мой. И люди это видят, а СМИ особенно это парад показывают именно вот только вот таких фриков. Хотя я уверена, что там есть нормальные люди, которые такие, что вы делаете. И СМИ показывают только таких фриков, и в социальных сетях только вот такие кусочки. И люди это видят и начинают еще хуже относиться к ЛГБТ. Я думаю, что мы все какие-то там отбитые и так далее. Вот эти парады мне всегда
не ставил вопрос с представителем ЛГБТ. То есть, чувак, когда ты выходишь там голым на улицу, ты думаешь о том, что тебя воспринимают как представителя какого-то сообщества, и потом на это сообщество накладывают стереотипы, что все такие какие-то больные там, и так далее. Еще было видео, что вот в России, по-моему, там 2 парня сидят в такси, начинают целоваться там, и водитель видит и такой просит их перестать. Ну, то есть он не агрессивно, просто сказал: ребят, можете перестать? Попросил. Что мне кажется, это в принципе не воспитанно как-то, некрасиво, независимо от гетера Да. или гомо, просто сосаться там на заднем сиденье в машине прилюдно и так далее. Для меня это тоже, я бы так никогда бы не сделала. Это больше по этикету и по воспитанию. Да. Мне кажется, это не зависит. Да, и Мужчина с водитель мужчиной. их спокойно просил перестать, но видно, что они специально его провоцировали и делали это. И, естественно, в комментариях все писали, что это все ЛГБТшники больные и так далее. И думаешь, боже мой, почему так происходит? То есть тут у меня вопрос тоже и представителям ЛГБТ, типа, понятно, что вы хотите самовыражаться и так далее, но нужно понимать контекст страны, в которой ты находишься, и что люди еще не готовы к такому резкому Переходу, да, восприятию. давайте тогда будем считаться со всеми, типа, мы живем в обществе все-таки, и нам нужно как соблюдать и нормы поведения, и быть со всеми в социуме, в одном нормальном, вот, поэтому тут 2 вопроса. А у нас к людям, которые не принимают, ну, наверное, нужно больше читать научных статей. Ну, если, наверное, это убеждения какие-то, которые прямо из семьи, то это очень сложно переубедить людей и так далее. Ну, если хотя бы плохо относишься, ну, хотя бы промолчи там, я не знаю, вот так как-то. Если мне что-то не нравится, я никогда не буду писать в комментариях, там, если мне человек не нравится, в принципе. Я просто такая, ну, не знаю, ограничиваю общение, вот так. То есть тут 2 стороны такие, так скажем. Я больше, наверное, обращусь к сообществу ЛГБТ, типа, ребят, давайте будем адекватными, и тогда все будет окей. Потому что на стендап даже ходит очень много людей, ко мне подходят, потом говорят, что изначально они были вообще против ЛГБТ и так далее, потом они видели, что я адекватная, не опасная для общества, я нормально одеваюсь, нормально себя веду, они такие, в принципе, такой же человек, как и все. И вот это моя, наверное, задача, или как моя цель, чтобы хотя бы, не знаю, хотя бы в Астане или в Павлодаре люди такие, это нормальный человек, не больная, не какая-то. То есть вот так. Ну, чтобы не было больше пропаганды, и чтобы не хайповали на этой теме, а лучше как-то более нормально объясняли обществу. Да, я думаю, вот ну, так. чтобы общество приняло. А то транспаранты, эти митинги, парады, они ни к чему не приводят, по крайней мере, на сегодняшний день. Прогресс, ну, чуть-чуть совсем маленький. Больше негатива, чем позитива в этом. Да. И если мы делаем парад, ну давайте будем выходить в нормальной одежде, одетые, не будем там лизаться на камеры и так далее. Наверное, будет много людей, которые со мной не согласны, особенно с ЛГБТ-сообществом, но, в принципе, я привыкла уже к тому, что не согласны с моим мнением. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы все себя вели, что все друг друга слышали и понимали, что свобода другого человека не должна заканчиваться на свободе другого человека, так скажем. Не нужна твоя позиция, свобода посягать на свободу другого человека, так скажем. Вот. И, наверное, заключающие вопросы. Будешь ли ты создавать семью? Планируешь? Да. Я планирую, но чтобы создать семью, сначала нужно, естественно, с партнером определиться. То есть это... А ты сейчас не в отношениях? Нет. Чуть другие приоритеты сейчас. Но в плане, наверное, я больше сейчас ориентирована на самореализацию, на материальную реализацию себя, на творческую. Вот. А все остальное, я думаю, это со временем придет. У меня есть такое в планах, но это как получится. Невозможно, типа, вот в 30 я там женюсь или выйду, да, женюсь скорее, и заведем мы ребенка, я не знаю. Ну и если это ребенок, то точно, скорее всего, не в Казахстане будет, потому что... Вот к чему был вопрос. Ребенку будет комфортно в нашей стране? Ну, это точно, если мы решим там ребенка делать, то это точно, скорее всего, будет не в Казахстане, потому что, мне кажется, это немного эгоистично по отношению к ребенку, потому что я, допустим, выбирала жить открыто в этой позиции. Ребенок, который рождается в ЛГБТ-семье в Казахстане, он не выбирает, что он будет об этом открыто заявлять.
А я понимаю, что в Казахстане он встретится и в садике, и в школе с хейтом, и зачем ребенку портить жизнь. И, скорее всего, это будет за границей. Если это будет материально, я смогу себе это позволить, то да. Если нет, тогда нужно, наверное, я задумаюсь, нужен мне ребенок или нет, смогу ли я. Это же большая ответственность. И у нас почему-то большинство рожает для себя, не думая о ребенке, как ему будет. А я хочу, чтобы мой ребенок был счастливый, а не только как-то удовлетворял мои какие-то амбиции. То есть, ну, я вижу, что это будет за границей, скорее всего. И, наверное, это будет разговоры с ним о том, что вот бывает вот так, бывает вот так. Тебе могут что-то сказать плохое, но это дело в них, а не в тебе и не в твоей семье. Вот. Но это будет не в Казахстане точно, потому что тут говори, не говори, он встретится с негативом и так далее. И мы, допустим, там, я взрослый человек, который может за себя постоять, отстоять свою позицию, а это ребенок, и если он что-то будет в школе говорить, он будет не в силах за себя постоять и так далее. А так, мне кажется, что так большинство людей у нас в стране живут в однополых семьях, где бабушка с мамой воспитывают. И так Да, далее. это такой устоявшийся Ну да, даже многие об этом стереотип. говорят. Ну, все говорят о том, что не только в Казахстане, да и в России, да, говорят, в странах СНГ, что многие воспитываются двумя женщинами, это мама и бабушка. Да. Что... Тут, конечно, чуть другой формат отношений, но в принципе, мне кажется, что там разницы не особо нет для ребенка. Поэтому у меня вот такая позиция. Вот. Я больше думаю о ребенке, чем о своих каких-то амбициях, чтобы ему было комфортно. Ну, многие однополые браки говорят, что если будет рождаться ребенок, то он будет жить не в нашей стране. Это в любом случае страна, где это легально, где к этому относятся уже нормально, и ребенок будет защищен. Ну, тут еще, если, допустим, если рожать ребенка в семье, то есть я бы все-таки за то, чтобы это было юридически все подтверждено, чтобы у нас были равные права на этого ребенка и так далее. А в нашей стране это невозможно сделать документально и юридически, поэтому еще и поэтому это тоже будет. Скорее всего, за границей это более юридически будет выгодно. В общем, у меня вот такая позиция по этому вопросу. Но это еще не скоро. Я думаю, что это еще не скоро. Мне нужно и финансово, во-первых, вырасти, и внутренне, потому что ребенок, опять же, это ответственность, и нужно в него что-то вкладывать. А если я сейчас не думаю, что я готова в него что-то вложить и вырастить достойного человека, так скажем. Думаю, 30 плюс. Тогда мне сейчас 25, лет 5-7, я думаю, что к этому мне нужно прийти. Спасибо за открытый разговор, Зарин. Спасибо вам, что позвали. Желаю тебе творческих успехов и Спасибо. счастья в личной жизни. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.